И снова здравствуйте! В эфире передача «Парад профессий», и мы ее ведущие Владимир и Ника. Мы ведем репортаж из Канашского педагогического колледжа и продолжаем знакомиться со специальностью преподавания в начальных классах. У нас сегодня очень важный день – колледжный этап чемпионата профессионального мастерства WorldSkills, в котором принимают участие студенты всех отделений, начиная с первого курса. Одни в роли волонтеров, другие в роли участников. Для того, чтобы пройти этот этап и быть выбранным на региональный уровень, нашим студентам, будущим учителям, нужно обладать как общими, так и профессиональными компетенциями. Открытие этого большого события состоится прямо сейчас в конференц-зале. Специальность преподавания в начальных классах, она является основной в нашем колледже. Именно на этой специальности основывался колледж, и вот по сей день эта специальность у нас, в общем-то, пользуется популярностью среди абитуриентов. Традиционно на специальность начальных классов поступают серьезные девочки и мальчики. И вот сегодняшнее мероприятие, оно ярко демонстрирует все умения и навыки, которыми обладают наши выпускники. В мероприятии принимают участие сегодня не только студенты 4-го курса, пробуют свои силы студенты 3-го курса. И мы надеемся, что, в общем-то, пройдет успешно их защита. Сегодня два задания. Первое задание – это проведение фрагмента урока по основным образовательным программам начальной школы. И второе испытание – это создание сайта, персонального сайта учителя. Ну что ж, а мы с вами посмотрим, как все это будет происходить. WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем внедрения лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. То есть WorldSkills – это то движение, в котором могут принять участие молодые профессионалы в возрасте до 22 лет. Учащимся выгодно это в каком отношении? Что они могут изучать современные технологии и лучшие мировые практики, участвовать в региональных, национальных окружных чемпионатах, при этом, возможно, зарекомендовав себя лучшим образом, получить хорошие рабочие места. Мы приняли участие в региональном открытом чемпионате молодых профессионалов Чувашской республики. В качестве экспертов от нашего колледжа по специальности дошкольное образование было представлено два педагога. Это Ткаченко Оксана Валерьевна и Сергеева Юлия Геннадьевна. Самый торжественный такой момент для нашей делегации, ну и для всех других, это закрытие чемпионата и подведение итогов. До последнего дня выявить, кто будет победителем, очень сложно, потому что это система баллов, она суммируется и в последний день, подсчитывается, и итоговый результат действительно можно узнать только вот на закрытии чемпионата. Здесь проходит испытание 6 красивых девушек, которые будут работать в детских садах. Скажите, пожалуйста, ребята, какой компетенции проходит тут испытание? В данной туре проходит компетенция физкультура и спорт. Ребята делают фрагмент конспекта основной части урока, составляет конспект, я говорю уже, и дается на это 2 часа времени, затем они идут в спортивный зал и проводят это все практически. Сейчас была у нас жеребьевка, соответственно, по нумерациям будут давать фрагмент урока. В данной аудитории занимаются студенты по компетенции графический дизайн. Сегодня занимаются здесь 2 человека: Игнатьева Анастасия и Александров Александр. Это будущие техники-программисты. Компетенция графический дизайн для них новая, и мы надеемся, что они успешно справятся с ней. Они должны выполнить фирменный дизайн кондитерской фабрики «Лакомка», разработать логотип, визитку, фирменный бланк и другие элементы брендбука. Желаем им удачи! В конференц-зале работает самая большая группа участников. Это будущие учителя начальных классов. До того, как пойти на практику в школу и принимать участие в таких серьезных мероприятиях, нашим студентам необходимо пройти курс обучения в аудиториях Канашского педагогического колледжа.
куда мы вас и приглашаем. Мы находимся на уроке методики математики в 301 группе школьного отделения. А в этой аудитории находится 201 группа школьного отделения. А здесь наши выпускники, которые в конце этого учебного года получат дипломы учителя начальных классов и разъедутся по нашей республике в разные школы. Ты уже 4-й год учишься в Канашском педагогическом колледже. Скажи, пожалуйста, твой выбор осознанный? Хочешь ли ты дальше работать по своей профессии? Да, конечно, мой выбор был осознанным. Я пошла по стопам прадедушки по папиной линии. Он окончил этот колледж еще в далеком 1937 году. Я же поступила на специальность преподавания начальных классов. Учусь в очень дружной, сплоченной и творческой группе. В моей группе учатся 4 студента, которые стали стипендиатами главы Чувашской республики по итогам 2017 года. И уже в этом году, по итогам 2018 года, стипендия присуждена еще 2 моим одногруппникам. И в 2017 году в этот же колледж поступила моя сестренка Аня. Ей тоже очень нравится учиться в Канашском педагогическом колледже. Я рада, что поступила в Канашский педагогический колледж, потому что здесь много возможностей для самореализации. Студенты специальности преподавания в начальных классах изучают разные модули. Один из них – классное руководство. Мы находимся на уроке 304 группы школьного отделения. Этап подготовки к практической части завершился. Наши участники готовы продемонстрировать нам фрагменты уроков, где они будут в роли учителя. Производственная практика является важной составной частью подготовки специалистов. Нам повезло, что базой нашей практики является школа номер 3, где созданы все условия и работают талантливые учителя, которые всегда готовы помочь нашим студентам. Сейчас мы поговорим с заместителем директора школы по учебной работе в начальных классах школы номер 3 Самилкиной Галиной Георгиевной. Галина Георгиевна, что вы можете сказать о практике и о наших студентах? Более 20 лет Канашское педагогическое училище и школа номер 3 являются социальными партнерами. Вот уже более 20 лет студенты проходят на базе нашей школы все виды практики. Это и преддипломная, и первые дни ребенка в школе, и практика классного руководства, внеурочной деятельности. В нашей школе мы постарались создать все условия для этого. У нас функционирует методический кабинет, оснащенный методической литературой, учебниками, методическими пособиями. Педагогический коллектив, вот 90% нашего педагогического коллектива в начальной школе составляют учителя, которые закончили педагогический колледж. В том числе и я, тоже выпускница Канашского педагогического колледжа. Тогда он училище назывался. Вот. Имея большой опыт
работы в школе, наши учителя очень щедро дарят свои знания, свой опыт студентам. Надо отметить, что в последнее время в школу приходят студенты, мотивированные на работу с младшими школьниками, имеют большую подготовку методическую, с большим запасом знаний. Ну, а мы, учителя, помогаем эти методические знания применить на практике. Я и моя одногруппница Мария предлагаем вам посмотреть занятия вокально-хорового кружка во 2 А-классе. Следующий вид практики – это практика пробных уроков. Мы находимся в 1 Г-классе, где пробный урок математики приведет студентка выпускного курса Николаева Александра, а работает в этом классе 1-й год выпускница нашего колледжа Ашмарина Надежда Николаевна. Надежда Николаевна, трудно ли было начать работу учителя начальных классов? Было, конечно, трудно, но практическая и теоретическая база колледжа помогла мне справиться с этими трудностями. В нашем колледже ежегодно проводится традиционная неделя профессий. Сегодня мы встречаем школьников выпускных классов города Канаш Канарского района. И мы очень надеемся, что сможем убедить их, что профессия учителя самая важная и самая нужная. Уважаемые будущие выпускники Канашского педагогического колледжа, я бы вам хотела очень пожелать удачи. Я очень рада, что вы выбрали такую замечательную профессию учителя. Еще более я рада, что вы выбрали именно профессию учителя начальных классов. Мне бы хотелось, чтобы вы ни на секунду не усомнились в своем выборе, придя работать в школу. Хочется, чтобы вы остались в школе, потому что, как никогда, в наше время в школе нужны именно молодые кадры. Желаю вам успехов на выпускных экзаменах и желаю вам прийти всем работать в школу. Сейчас мы плавно переходим в учебные аудитории, где школьников ждут преподаватели, которые приготовили для них интересные мастер-классы. Тебе понравилась сегодняшняя встреча? Да, было очень интересно. Собираешься ли ты после школы поступать в колледж? Скорее всего, на будущий год я поступлю в этот колледж. Завершился еще один день в стенах старейшего учебного заведения Канашского педагогического колледжа, девизом которого является «Сохраняя традиции, смотрим в будущее». С вами были Ника и Владимир. До новых встреч!